Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. В адрес нашей программы поступает немало писем. Так, Саид Хусаинов спрашивает. Сейчас много говорят о ваххабитах. В одной электронной газете я прочитал, что ваххабизм — это секта в исламе. Разве в такой религии могут быть секты, интересуется он. И продолжает. Есть слова пророка Мухаммада о том, что его умма разделится на несколько групп, и только одна будет на верном пути. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих группах. Может, ваххабизм как раз является одной из них. Действительно, очень хороший вопрос, и я искренне благодарен Саиду Эфенди за то, что он его задал. Тема ваххабизма волнует многих из нас. И действительно существует такое изречение пророка Мухаммада, где он предсказывает судьбу своей уммы, говоря, что она расколется на 73 направления, как и прежние уммы, прежние общины, которые были до ислама. При этом мало кто знает, что в мусульманской богословской традиции есть и другая версия этого хадиса, которую приводит, в частности, известный мыслитель Абу Хамид аль-Газали, где говорится, что ислам расколется на 73 течения, и при этом не одна из них попадет в рай, а наоборот, 72 попадут в рай, и только одна окажется заблудшей. Когда мы говорим о сектах в исламе, то нужно осознавать, что это не совсем корректно и не совсем правильно. В арабском языке даже нет точного эквивалента понятия секта. Ведь секта — это слово оценочного характера, оно имеет негативный окрас. И поэтому, например, сложно это слово использовать в законодательстве. Вспомним те дискуссии, которые велись в нашем обществе в 1997 году, когда принимался федеральный закон о свободе совести и вероисповеданиях. Тогда пытались ввести это понятие в законодательство, но сталкивались с тем, что это тоже не совсем корректно. Пытались определить, ввести такое понятие, как традиционные религии, нетрадиционные, но тоже здесь было немало споров. Является ли, например, православие традиционным для Чукотки или нет. То есть здесь есть немало дискуссий. Для ислама эти дискуссии имеют большее значение. Дело в том, что секта, она возможна лишь тогда, в полном смысле, лишь тогда, когда есть церковь, то есть когда есть общепринятое каноническое мнение. В исламе же нет никакой церкви. В исламе есть несколько равноканонических, равноистинных толков, которые противоречат между собой, порой диаметральным образом отвечают на важнейшие богослужебные вопросы, но вместе с тем одновременно считаются истинными. Конечно, в исламе мусульмане различным образом организуются. В исламских странах есть Министерство по делам религии, которое занимается вопросами мусульман. В России самоорганизация мусульман происходит через духовное управление. Но все эти институты являются скорее общественными, выполняют больше организационную роль и не имеют того сакрального значения, которое имеет церковь для христиан. То есть они не имеют той богословской основы, которая есть у церкви. Среди 4 равноканонических толков в исламе — ханафитского, шафиитского, ханбалитского и маликитского — течение ваххабитов ближе всего к ханбалитам. Именно из этого толка происходит данное направление, именно оттуда они черпают свое основное вдохновение. Ханбализм всегда отличался неким не только даже радикализмом, но и неким ригоризмом, и поэтому ваххабиты, они в определенном смысле являются представителями формального богословия в исламе. Для них очень важно подвести некое логическое, формальное обоснование тех постулатов, в которые они верят. То есть их вера, их учение основано не на силе авторитета, не на силе священной традиции, а скорее на формальных доводах, которые они находят в Коране и в сунне благословенного пророка Мухаммада. Именно это обстоятельство в определенном смысле и предопределяет большую популярность ваххабитов по всему миру. Конечно, это связано отчасти и с тем, что они занимают свою нишу в том политическом рельефе, который мы имеем на сегодняшний день в мире, то есть они выполняют определенные политические задачи, но если отбросить это, то ваххабитское учение
оно в определенном смысле рационализирует веру, то есть оно переводит, формулирует ее на языке формальных доводов, рациональных доводов. И поскольку сегодня арабские общества переживают модернизационный процесс, то есть для них крайне важно из развивающихся стран превратиться в современные страны, то для них рационализация, выстраивание жизни, опираясь на формальные доводы, на формальные аргументы, крайне важно, ибо это способствует их модернизации. Российские мусульмане модернизационные этапы уже прошли давным-давно. Те проблемы, о которых говорили джадиды более лет тому назад, эмансипация женщин, реформа образования, они уже в полной мере уже решены. У нас совершенно другая задача. Мы настолько модернизировались, мы настолько стали представителями современного мира, что наоборот, что у нас стоит совершенно противоположная задача, как бы сохраниться, как бы не ассимилироваться до конца. И поэтому любые модернизационные модели, которые внедряются в религию, в том числе через ваххабитское, салафитское учение, они наоборот лишь выбивают почву из-под ног российских мусульман. И не случайно сегодня все больше представителей российского ислама обращаются к традиционному исламу, то есть исламу традиция, то есть к некому, опираются на некий такой просвещенный консерватизм. Конечно, в рамках нашей программы невозможно осветить в полной мере то явление, о котором спрашивает наш телезритель, и я думаю, что в следующих программах мы вернемся к этой теме. Мир вам, милость Всевышнего и его благословения.